Важнейшим ресурсом развития любого государства является молодежь, которая играет большую роль в социально-экономических процессах, происходящих в стране. В нашей республике немало молодежных общественных организаций, деятельность которых направлена на поддержку и реализацию социально значимых проектов, тренингов и семинаров в сфере образования. Но зачастую об этих организациях мало что известно. Чтобы рассказать обществу о молодежных организациях, занимающихся просветительской деятельностью в Абхазии, инициативная группа журналистов и организовала данную встречу. В последнее время мы слышим то там и тут, лично я, что вот ребята собрались, какая-то организация, какой-то тренинг молодежный, но мало информации. И поэтому у нас возникла идея вот у журналистов, у представителей общественных организаций организовать такую дискуссию, пригласить вас, чтобы вы рассказали, чем вы занимаетесь, конкретно какие программы реализуете в сфере образования. Представители общественных молодежных организаций, групп и школ имели возможность рассказать о своей деятельности. Руководитель первой в Абхазии IT-школы STEM-лаборатории Дамир Джону рассказал, что школа работает всего лишь месяц, но уже пользуется большим спросом. В IT-школе STEM-лаборатория школьники обучаются программированию, графическому дизайну, 3D-моделированию и робототехнике. Мы по работе сталкиваемся с тем, что очень сильно не хватает специалистов в области IT. Это, в принципе, не только у нас, общая проблема в Абхазии. Хотелось бы как-то немножко изменить ситуацию. Нас поддержал благотворительный фонд Амшра вот, финансово, и совместными усилиями запустили школу. Вот. Школа уже месяц как существует, обучаются 70 человек. Сейчас мы столкнулись с тем, что огромное количество желающих, и, в общем, нам пришлось еще дополнительные курсы открыть. Вот сейчас мы еще 20 человек будем набирать. Представители Фонда развития Аргама рассказали о реализации социального проекта повышения уровня осведомленности молодежи в области дорожной безопасности. Молодая общественная организация «Амч» в сфере образования успела реализовать пока что один проект «По тропам истории», где подопечные фонда «Кераз» имели возможность посетить архитектурные памятники нашей страны. В ходе встречи также выступили представители молодежной организации «ICAN», студенческого центра «АГУ», представители женского фонда развития и рассказали о своей деятельности. Отрадно, что совсем недавно образовавшиеся молодежные организации нацелены реализовывать программы, так необходимые нашему обществу, в частности молодежи, отмечалось на встрече. Действительно, очень правильные направления работы заданы, они очень важные. В основном все проекты образовательные, но это именно то, что нам нужно сегодня, мне кажется. Уже много организаций получили институциализацию. То есть, когда организация вообще оформляется как-то, она действительно на порядок выше становится, и результативность и эффективность деятельности такой организации гораздо выше вообще, как правило. В ходе дискуссии прозвучали предложения о создании некой виртуальной доски объявления, где все молодежные общественные организации могли бы оповещать СМИ и общество о начатых проектах и программах и тем самым охватить большую аудиторию. Аля Катравш, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение.